Могу начинать, да? Все, вижу, вы киваете на экране. Всем добрый день. Меня зовут Вита Архипова. Спасибо тем, кто присоединился, либо потом будут записи это смотреть, присоединяться. Я представитель компании Turnitin. Я являюсь региональным менеджером в данной компании. Компания Turnitin помогает университетам поддерживать академическую честность, работать в этом направлении, бороться с вопросами плагиата. Сегодня у нас первая сессия из серии встреч, которые мы будем проводить в дальнейшем. Встреча наша сегодня касается темы честности. Слайды, которые вы видите и будете видеть, мы решили совместно оставить на английском, в том числе, потому что есть интересный вопрос по поводу вообще термина «честность», да, к которому я сегодня буду обращаться, который на английском языке звучит как integrity. Вы сейчас видите это тоже на слайде. Так вот, английский термин на самом деле под собой, если переводить это слово, то значение гораздо более широкое, чем то, что мы имеем в виду, когда говорим «честность» на русском языке. Соответственно, вот было бы, наверное, интереснее и правильнее разобрать такое понятие более широкое, да, не просто честность, а integrity как какая-то и целостность, и осознанность, и честность в том числе. Поэтому будем обращаться к этому слову именно английскому. Сегодня план у нас какой? Мы будем в основном говорить о честности личной. Поскольку я говорила, что это будет серия встреч, то в дальнейшем мы поговорим и о профессиональной честности, и о честности в академической среде при обучении. Но сегодня такая вот вводная сессия, чтобы мы все-таки разобрались с тем, что такое integrity, ну, либо то, к чему я по-русски сегодня буду обращаться как к честности. Поговорим, почему нам ее не хватает, откуда возникает этот вопрос и что с этим можно сделать, в общем-то. И в конце, естественно, я буду рада пообщаться, если останутся какие-то вопросы. Соответственно, цель нашей сессии сегодня, да, это мне бы хотелось, чтобы вы определили или хотя бы задумались о том, что такое честность в вашем понимании для вас, да, как вы, в общем-то, проявляете эту честность в каких-то аспектах своей жизни, откуда она взялась и как ее можно развить, да, если вы чувствуете, что хотелось бы как-то больше к этому вопросу обратиться. Понять, как вот этот вопрос честности влияет на вас лично и на общество в целом, а также понять, почему это вообще важно, да, почему мы аж несколько сессий решили сделать по этому поводу. Про себя немножко рассказала в начале, это я, да, Вита Архипова, сегодня буду вам что-то рассказывать, что-то спрашивать у вас, поэтому давайте приступим. У нас есть несколько участников сейчас онлайн в начале сессии. Я буду рада, если вы напишите в чат, либо, может быть, голосом озвучите, как комфортнее кому. В чате тоже окей, я буду читать. Какими словами, 3, либо фразами вы бы вообще описали, когда я говорю integrity, да, подразумеваю что-то такое, честность, целостность, да, что она для вас значит, причем можно, давайте так, вот все, что приходит в голову, можно применительно к разным сферам жизни, касательно учебы, касательно каких-то личных поступков. Что такое для вас честность? Давайте минутку, кто-нибудь в чат. Доверие. Угу. Любовь. Супер. Можно несколько слов, потому что это такой вопрос, вот если мы говорим, да, честность, что такое, вот какие-то первые даже ассоциации, можно, тут нету неправильных ответов, скорее так, собрать какую-то выборку. Вот, значит, озвучиваю вслух, да, доверие, любовь, добропорядочность, правда всегда и везде, ответственность. На самом деле это все правда. Мне очень нравится ответ «любовь», честно говоря, потому что это ответ, который не всегда встречается, но он действительно является тоже частью вот этого какого-то состояния целостности и честности по жизни. Я приведу еще примеры.
да, которые мы собирали ранее, которые есть вообще вот, да, в примеры, что такое личная честность. Вот еще нам пришел ответ чистота, да. Можно собирать такую картину, слова перекликаются, которые писали вы, с тем, что тоже, ну вот мы собирали как мнение, это может быть и проявление характера, и достоинство, порядочность, доброта, прямолинейность, правота, честь, ответственность, добродетельность. То есть, да, какие-то проявления характера, наверное, которые ну, вот позволяют нам функционировать как бы в обществе в том числе правильно, да, с пользой для этого самого общества. Так, хорошо. Теперь я тоже сейчас немножко с вами поговорю в чате, можете продолжать писать. Смотрите, есть такое высказывание классное, что честность, либо вот то самое английское integrity, это когда ты делаешь правильные вещи, даже когда никто не видит или никто не наблюдает за этим. То есть это действительно такая вот настоящая честность от души, она же ведь проявляется, ну, не потому, что мы для кого-то это показываем, а потому что мы считаем, что вот это правильное поведение, и только так нам возможно существовать в обществе. У меня 4 вопроса к вам, сейчас по очереди мы их разберем. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, рождаются ли люди уже с честностью? Мы когда рождаемся, есть ли у нас честность врожденная? Можно просто да, нет в чат. Да, вижу ответы, да. Угу. Большинство, ага, у некоторых да, у некоторых нет, интересно. Так. Смотрите, на самом деле интересные ответы, что многие считают да. На самом деле ответ здесь нет, да, когда младенец рождается, ребенок, он по умолчанию не знает, у него не заложено понятие, да, что хорошо, что плохо, что честно, что нет. Вот он как бы такой, грубо говоря, чистый лист, да, пришел в этот мир, и понятия по дефолту, скажем так, у него эти не заложены. То есть на самом деле действительно чистый лист. Хорошо, тогда следующий вопрос. Ну, интересно, видите, что ответили. Может быть, кстати, кто-то голосом хочет прокомментировать, почему вы думаете, что да? Почему Ну, именно я бы, 4? наверное, сказала, что здесь, наверное, под честностью мы больше подразумеваем вот это authenticity, да, искренность, Мгм. естественность. Мгм. Безусловно, возможно, если мы говорим о том, как мы воспринимаем честность, Мгм. да, ребенок чистый лист, и с этой точки зрения однозначно будет ответ нет. Но как бы вот с точки зрения того, что вот как ты себя чувствуешь, как ты думаешь, насколько вот у ребенка, конечно, развит, да, Мгм. эта Да. часть мозга, то вот, наверное, тогда да. Я постаралась пояснить, да. Классно. Нет, я понимаю, это тоже на самом деле, вот в этом-то интерес, да, что тот термин честность, который мы рассматриваем, он такой неоднозначный, правда, ведь даже в рамках нашей сессии. Но вот мы говорим честность, честность поведения, там, например, плохо украсть чужие вещи, да, ну такой вот понятный достаточно постулат. И я, кстати, с вами согласна в том плане, что если мы рассматриваем честность больше, то, что вы сказали, authenticity, или как часть того самого слова integrity, которое гораздо шире, чем просто честность, Да. то это действительно так. Ведь по умолчанию тоже, это можно с другой стороны рассмотреть, да, вряд ли кто-то рождается сразу условно плохим человеком. Не бывает такого. Да. Действительно, это такая вот, с этой стороны точно я с вами согласна, что ответ будет да, потому что ну, не рождается человек с установкой вот все, всех ненавижу, буду вести себя плохо, да, там, всю жизнь, я сейчас утрирую, конечно. Поэтому классно, что мы это вот обсуждаем так вот с разных сторон. Хорошо, давайте тогда к следующему вопросу. Если мы вот берем все-таки как, да, как основу, что нет, что ребенок чистый лист, он по умолчанию не знает, что такое честность, и в нем нету такой характеристики. Как вы думаете, откуда мы потом эту честность берем по жизни, где мы ей можем научиться? От родителей. Ну, многие От дети берут родителей. пример с родителей, да, семьи.
с родственниками. А дальше также от школы, от садика и так далее. Мгм. От фильмов. Из фильмов, так. Семья, окружение. Мгм. Да, на самом деле верно совершенно, да, действительно, если мы вот так рассматриваем эту дорогу, что появляется человек на свет, начинает расти, как ребенок учится вообще всему, да, там начинает от того, как держать ложку, заканчивая тем, как себя вести. Он наблюдает за окружающими. Большая часть окружения, особенно в первые годы жизни, это, конечно же, семья, братья и сестры, ну, то есть родители, братья и сестры, давайте так возьмем, вот ближайший круг, в том числе, да, какие-то учреждения образования, такие как детский сад, впоследствии школа, то есть окружение, да, вот если очень так общо говорить, окружение – это то, что помогает нам сформировать понятие, что такое честность, как себя нужно вести. Я еще хотела бы предложить нам с вами подумать, кто является в таком случае ролевыми моделями, да, то есть когда мы учимся честности. Или, может быть, у вас есть какая-то история, да, это могут быть не обязательно родители, семья, может быть, был какой-то пример в вашей жизни, вот, что человек повел себя очень честно, очень согласно так, своим принципам, и для вас это было уроком. Так, родитель, друг, сосед. Угу. Родитель, значимый родитель для детей. Ну, чаще всего это действительно так. Я даже сама думала над этим вопросом, естественно, поскольку это первый, самый важный круг, все равно ну, основа основ, как ни крути, закладывается оттуда. И, соответственно, это является самым ярким первым примером. Хотя потом я вспомнила, что мне кажется, очень важно такое дальнейшее подкрепление какой-то этих идей. Но я, энное количество лет назад был пример, у меня младший брат, школьник, он потерял кошелек где-то, просто оставил в супермаркете рядом с домом, и все. Обнаружили, естественно, уже дома, все расстроились, мысленно с ним попрощались, в общем-то, да, там с деньгами, которые были, и все. Через 2 дня к нам просто в дверь позвонили, там не по телефону нашли, не как-то. К нам в дверь позвонил человек, который принес этот кошелек, и меня поразил этот пример не просто, что, да, ну, бывает, там, нашел кошелек, молодец, честно отдал. Там было проведено просто целое расследование, потому что как таковых опознавательных знаков на кошельке не было, там, типа имени, фамилии, ну, чего-то такого. И вот просто в рамках района, поскольку много школьников, детей, вот через, да, теорию рукопожатий, грубо говоря, там, из соседнего дома нашли соседа, который узнал у какого-то еще другого соседа. И, в общем, так нас вычислили, нашли кошелек. Ну, меня это поразило, да, потому что есть какие-то мелкие примеры, которые мы, может быть, даже неосознанно впитываем, опять-таки, там, как наш родитель повел себя в той или иной социальной ситуации, там, не поругался с кем-то в поликлинике, например, опять-таки, вернулся тот же кошелек, там, если кто-то что-то уронил. Но вот когда люди до такой степени, что вот у них по умолчанию, как будто кажется, хотя они тоже так где-то впитали, заложена функция, что я нашел кошелек, нету опции забить, там, выкинуть его, не знаю, оставить себе. Вот все, надо найти хозяина. Этого кошелька есть хозяин, надо его найти. И это, на самом деле, мне кажется, очень так вдохновляет, когда как такие подкрепляющие, скажем, ситуации прививать, что ли, веру в человечество в каком-то смысле. Вот, Да, поэтому вот тоже... я, Вита, тоже хотела сказать по поводу ролевой модели. Я тоже в последнее время стала задумываться о том, что вот часто от студентов мы слышим, нам нужна ролевая модель. И вот у меня сразу это вызывает какое-то такое вот чувство, ну, как минимум удивление. Вы уже достаточно взрослые люди, нужно ли вам кто-то или какая-то модель, которой вам нужно следовать? Но потом я подумала, что вот, допустим, во-первых, ролевая модель – это не всегда обозначает, что мы должны следовать, а может быть, это от противного, да? То есть вот это так, как я себя не хотел бы вести. И вот мой пример, он немножко другой, да, он может быть тоже более абстрактный. Я помню, когда появились магазины, где отсутствуют продавцы. Ну, вот для меня это была, по-моему, Англия, если я не ошибаюсь. И я тогда пришла, и сразу, естественно, моя первая реакция была, где кассир? Где кассир, который вот
там не просто поможет мне рассчитать, а, возможно, там вдруг я что-то положила. Потому что когда вы видите, что кассира нет, каким бы, мне кажется, вы не были там моральным человеком, возникает такая мысль: черт побери, почему бы не воспользоваться? Но потом, конечно, все зависит от того, вот у меня такое, вот насколько я считаю себя моральным человеком, у меня такая мысль была. И я когда долго стояла, я все это вытаскивала там честно из сумки, я все равно вот стояла и вокруг смотрела, смотрит на меня кто-то или нет. Но я была удивлена. И еще была удивлена, потому что то, что для меня было удивлением, для людей вот в этом комьюнити удивлением не является. Норма. Да, абсолютно. Евгения, классный пример, невероятно, потому что я сейчас проживаю в Нидерландах, ну, то есть примерно та же схема, и вы просто говорите, озвучиваете точь-в-точь мои мысли, мои эмоции, когда здесь тоже это распространено очень сильно, когда, ну, вообще никого. И вот люди действительно, там что нету вот этих пикалок, да, которые там штрих-коды даже, ну, то есть вот просто ты там что пробил, что положил в сумку, то положил, как бы условно, да, и пошел. Но, наверное, есть какие-то, да, камеры наблюдения, ну, кто их там пересматривает, да, скорее это... у меня тоже первая мысль была вообще по этому поводу то же самое. Я считаю себя достаточно честным человеком, уж точно по вопросу там не укради, ну, как бы для меня это даже не вопрос. Но я подумала, это же насколько общество ну, должно быть сознательно в целом. Понятно, что здесь исключение, но цельно, что для магазина это даже не убыток, если И вот вопрос кто-то доверия, там да, унесет. по-видимому? И вопрос доверия, да, то есть это такой комплексный вопрос, очень интересный, и классно, что вы привели этот пример. Это действительно так, это действительно, вот, думаешь, особенно ну, когда не привыкший, тут-то, наверное, тоже, поскольку это воспитывается, я предполагаю, ну, ни для кого даже вопрос не стоит, а у меня все равно было, видите, и у вас на контрасте, что так можно было? Вы Ну, не то есть одна такая, да. очень интересно, да, в этом плане, классный пример. Так, хорошо, и давайте здесь последний вопрос обсудим. Наверное, такой самый главный в каком-то смысле. Все-таки, если мы вот начинаем учиться тому, что такое честность, что есть условное хорошо, условно плохо, почему же в итоге мы делаем вещи, которые не являются честными или правильными? Вот почему в некоторых ситуациях мы не делаем этот правильный выбор? Можно голосом, если кому-то удобнее. Простите, можно повторить вопрос? Я немножко зависла. У меня здесь Wi-Fi, просто 2 интернета. Да, вопрос, почему все-таки в итоге, да, когда мы вот уже учимся, что такое хорошо, что такое плохо, в некоторых ситуациях мы, тем не менее, делаем неправильный выбор. Почему мы поступаем, ну, условно плохо, я скажу, да, в некоторых ситуациях? Так, вижу Ну, ответы. я Если... по-своему скажу, Давайте. что если даже... Диляра, очень плохой звук, мы вас не слышим. Да, может, в чат лучше. Можно говорить, да? Или попробуйте, Диляра, камеру отключить. Я вообще тогда по-своему звуком. плохо сказал, да. Вот даже если жизнь так поворачивается, да, когда наушник, наверное, говорит, ага, может вот так? Сейчас. И знаете, я вот тоже, жизнь, она такая непредсказуемая, и всегда можно делать плохие поступки. Ну, она заставляет нас делать плохие поступки. И я вот заметила, да, сколько бы мы ни делали плохих поступков, да, они не стоят как бы того света, да, который они от нас отнимают, как бы. Темные делишки, вот есть такая книга, темные делишки. Они не стоят того, чтобы их делать, как бы. Потому что они занимают сильно много вашего времени, вашего пространства, вашего, можно сказать, часть вашего света добропорядочным путем. Хотя я вот тоже вот заметила, да, вот окружение, да, когда оно идет недобропорядочно, да, у них все легче получается, быстрее получается, они работают по профессии, ну, допустим, иногда большие должности занимают. Но факт в том, что это все, знаете, закрывает. Путь может закрыться. Вот у некоторых
тоже я смотрю у моих друзей, да, те, кто сделали ставки, допустим, быстро, да, разбогатеть, быстро раскрутиться, да, они это как пройти 7 кругов ада. Ты вроде бы и когда ты добропорядочно идешь, да, ты прошел 7 кругов ада, ты из него вышел. А если ты пошел вот с помощью, допустим, недобропорядочности, да, у тебя все нормально, да, но ты можешь в этот ад попасть. Вот в таком плане. А мы уже вышли, как можно сказать. Кстати, интересный ответ, потому что, смотрите, вы начали тоже с того, что иногда жизнь, да, как бы заставляет нас вести себя недобропорядочно, какие-то ситуации. Давайте я прочитаю еще из чата тоже ответы. Если можно другим, можно и мне. Лень, любопытство, нехватка времени. Я думаю, что все эти ответы на самом деле верны, и в каком-то смысле объединяют одну общую мысль, что мы поступаем неправильно в некоторых ситуациях, потому что это легче. Или нам кажется, что это легче, да, что это самый простой выход, что нам будет больше какой-то выгоды, да, по исходу этого решения, даже если оно не совсем честное, что нам надо будет приложить меньше усилий и быстрее об этом вообще забыть. Ну, то есть вот лень, нехватка времени. Вот любопытство, кстати, интересный ответ. Но я думаю, что тут скорее действительно есть такой момент, когда в процессе нашего развития, да, там тоже образования и так далее, иногда, ну, вот есть какие-то идеи, которые мы все хорошо знаем, да, там, что нельзя обижать других, нельзя ругаться, нельзя красть, нельзя списывать, красть чужую работу и так далее. Это, наверное, связано с тем, что вот вы сказали в плане того, что иногда думаешь: Господи, ну вот никому же не интересно это, да? Почему бы мне просто не сделать один раз неправильно, быстрее, и, скорее всего, ничего не будет. А даже если и будет, то ну и бог с ним, вот посмотрим, что будет, да? То есть такой момент тоже есть, но я думаю, что действительно все эти ответы можно объединить по большому счету идеей того, что мы делаем какие-то неправильные вещи, потому что это легче в той или иной ситуации. Давайте перейдем дальше. Такой вот сравнительный вопрос, да. Два примера я приведу. Ситуация, да, вот что бы выбрали вы для себя? Здесь опять-таки неправильных ответов нет. Просто такое, на подумать упражнение. Есть выбор купить поддельную вещь задешево, но эта вещь, естественно, такой стоимости дешевой, потому что она была произведена, скорее всего, с помощью детского труда за очень низкую оплату этого самого труда, если вообще за оплату. Второй вариант – купить вещь того же качества, допустим, но дороже. Это будет оригинальная вещь, которая была, соответственно, сделана там на легальном заводе людьми, которые получают честную плату за этот труд. Вот даже спросить вопрос, да, у самих себя, сейчас задать вопрос, я думаю, будет очень полезным, а что бы выбрал я? Можете тоже в чате писать, я буду смотреть и параллельно, наверное, комментировать, потому что это такой пример, который, я думаю, окружает нас часто очень, да, поддельных вещей вокруг достаточно много, и всегда... Ну, поддельный алмаз. Да. Нет, я сейчас показываю поддельный алмаз. Пытаюсь. Камера подвисает, наверное, не видно. Ну да, вот. Ну, смотрите, да, одно дело... Так что я ответила. Да, ваш выбор, да. Это точно. Ну, смотрите, тут тоже вопрос идет, да. Это интересный пример, мне кажется, потому что... Ляр, наверное, попрошу вас пока замьютиться, потому что звук идет. Вот. Сейчас. Ага. Спасибо. Да, пока вот я буду рассказывать, потом тоже с радостью послушаю, если хотите что-то добавить. Закончить мысль здесь, да. Вопрос на самом деле в том, что
вопрос честности, он окружает нас на каждом шагу. То есть мы выходим даже сделать какую-то покупку, я не знаю, кроссовки, да, условно. Мы идем в какое-то место, мы покупаем кроссовки, мы вряд ли думаем о том, какой там путь они проделали с производства, через склады, там, в тот магазин, в который мы пришли. Мы думаем, мы смотрим на кроссовку, думаем, меня устраивает качество, меня устраивает цена. Этих кроссовок недорогие, классно, беру. Но на самом деле вопрос такой вот комплексной честности и целостности, да, если мы опять-таки обращаемся к вопросу, к термину integrity английскому, то здесь важно иногда подумать дальше. Да, это пример такой, он не всего касается, безусловно, есть поддельные алмазы, которые просто сделаны, там, например, из пластика, но на легальном, тем не менее, производстве, да, вот просто как, я не знаю, игрушка это продается. Тем не менее, всегда стоит подумать, куда я обращаюсь, что я делаю, и как это влияет на других людей или общество, соответственно, да, потому что это, наверное, нормально, что мы не выстраиваем вот эту цепочку так далеко, какой путь прошли наши кроссовки, откуда они вообще появились на свет, потому что вот мы пришли их купить, у нас определенная задача и определенные критерии, да, по которым мы делаем этот выбор. Тем не менее, если вот мы эту цепочку провернем дальше, да, продлим нашу мысль, скажем так, то можно прийти к тому, что покупая конкретно вот эту пару кроссовок, я думаю, что это можно в целом предположить, мы поддерживаем, ну, например, детский труд, либо низкооплачиваемый труд, либо какие-то незаконные производства, да, и это тоже вопрос вот этой честности, какой выбор мы делаем, потому что не всегда это вопрос только денег или только быстрой покупки. Скорее всего, если об этом начать задуматься, да, то многие выборы будут сделаны по-другому. Еще один пример приведу, и тоже к вам такой вопрос. Так, вернусь на слайд. По поводу фейковых новостей. Вообще сейчас огромная проблема в целом. Опять-таки, можно подумать, если, допустим, у вас какой-то блог в социальных сетях, да, либо вы просто пишете, тоже можно сделать ведь выбор, написать новость, которая неправдивая, фейковая, а иногда даже просто непроверенная, и этого уже достаточно, чтобы она потенциально стала фейковой, да, и привлечь тем самым непроверенной какой-то информацией, либо заведомо ложной, множество подписок, там, условную популярность и так далее. Либо все-таки проверить информацию, написать то, что информативно правдиво, возможно, не принесет вам столько выгоды моментальной, как вот какой-то более громкий заголовок, да, либо более громкая статья. И тем не менее вы поступите честно, да, то есть ваша совесть будет чиста, что вы не распространяли ложную информацию, что вы не навредили чьей-то репутации, вы не навредили иногда чему-то здоровью. Сейчас еще вернусь к этому примеру, давайте дальше пойдем. По поводу новостей вернусь. Давайте подытожим, да, какие могут быть в целом последствия отсутствия вообще честности в вашей жизни. Даже в тех или иных ситуациях. Опять-таки, понятно, что жизнь не черно-белая, всегда есть какие-то ситуации спорные, какие-то решения, которые нам нужно принимать. Тем не менее, последствия потенциально вот даже одного-двух неверных решений из-за того, что они были проще, да, и вы решили как-то дальше не думать о последствиях, могут быть следующие. Вы можете потерять друзей, потому что не будет доверия по разным причинам, потому что вы подвели этих друзей, либо ваши друзья не согласны с политикой, да, что мой друг ведет себя нечестно и вредит тем самым другим людям потенциально. Это может закончиться тем, что вы не поступите в университет либо учебное заведение вашего выбора, потому что, ну, опять-таки, ситуации тут можно привести много, как примеры. Вскроется то, что ваша работа списанная, а это, скорее всего, рано или поздно вскроется, да, потому что есть ситуации, даже когда люди уже выходят на работу, 10 лет работают, занимают высокую должность, и в итоге все равно происходит расследование по их каким-то дипломным работам, выясняется, что они были не оригинальные.
да, то есть это вот такой хвост, который будет за вами тянуться, неизвестно, обрубится ли когда-нибудь, да, оставит ли он вас в покое. То есть вот этот момент. Ваши братья, сестры, либо в будущем дети будут смотреть на вас и учиться этому поведению. Это очень важно. Мы только что с вами согласились, по-моему, вот на второй вопрос, да, от кого мы учимся этой самой честности. Все единогласно сказали, ближайшие родственники, семья, родители, братья, сестры, ну, да, ближайшее окружение. То есть, глядя на вас, в свою очередь, не только вы учитесь, но кто-то и учится, глядя на вас. Поэтому тоже тут такой очень важный выбор. Ну и, наверное, самое ужасное, да, что сделав раз, сделав два, вы сами же начнете думать, что такое нечестное поведение, оно приемлемо. Ну вот я вот так вот раз проскочила, два проскочила, почему мне так не жить всю жизнь? Тут опять-таки вопрос последствий очень глобально, они могут вас нагнать сразу же, могут нагнать через 5-10 лет, ну помимо того, что это, скорее всего, вас будет просто мучить совесть, потому что все равно глубоко внутри мы, скорее всего, понимаем, да, что было правильно, что неправильно, и где мы кому-то навредили. Плюс всегда будут какие-то последствия. Примеры из реальной жизни, что-то уже приводила, просто вот даже по заголовкам, которых хватает по всему миру. Первое, да, ложь в социальных сетях, когда сейчас все пошагово, просто поголовно используют фильтры, и уже было проведено не одно и не два исследования, которые доказывают, что огромный вред самооценки как тех, кто использует фильтры, привыкает вообще не к своей внешности, да, вгоняется в депрессию, так и вред другим людям, которые смотрят на людях в фильтрах, не анализируют это, да, глубоко, что это фильтр, это не реальность, и начинают думать, что все вокруг идеальные, а я один какой-то не такой, да, то есть, причем вопросы, видите, они же такие достаточно, ну, могут быть спорные, да, как те же фильтры в соцсетях. Кто-то скажет, хочу, использую, я себя прекрасно чувствую, в депрессию не впадаю, мне вот так нравится, это прикольно. И, наверное, тоже в этом есть своя правда. Тем не менее, да, всегда хорошо подумать о том, на какую аудиторию вы что-то транслируете, как транслируете, да, то есть тут совокупность факторов, которая может при неправильном вот этой комбинации выльется в довольно печальный результат. Следующий пример – это загрязнение планеты, да, тем же самым пластиком. Опять-таки, здесь множество факторов собралось, начиная от той же самой информации, которая не всегда к нам подается правильным образом. Да? То есть маркетинг делает свою работу, продает, например, продукты, которые в пластике, и выставляет это с хорошей стороны. Это первый момент. С другой стороны, на эту ситуацию можем посмотреть опять-таки исключительно как личный выбор. Когда есть такая проблема, она известна, она озвучивается, мы выбираем, мы купим еще там, возьмем в магазинах, скажем, да, дайте нам 5 пластиковых пакетиков, а лучше 10, да, чтобы все это красиво завернуть. Либо мы скажем, нет, спасибо, мне этот пакет не нужен, принесем свою какую-то сумку, да, которую можно использовать повторно. И таким образом, опять-таки, тут вопрос у каждого личности. Кто-то хочет спасти планету, кто-то может в принципе подумать, что мне на этой планете жить, и тот выбор, который я делаю сегодня, так же, как и с кроссовками, и со всем, через 5 или 10 лет он может меня нагнать в той или иной форме. Да? То есть это очень важно. Ну и, собственно, касательно подделок вещей, да, тоже мы с вами обсудили, что, в принципе, подделки тоже, я согласна, можно рассмотреть с разной стороны, есть просто сувениры и так далее, тем не менее произведенные легально и должным образом, а есть определенные точки продаж, где однозначно, я думаю, понятно, что вы покупаете то, что было произведено за копейки. Почему оно было произведено за копейки? Потому что не оплачивался труд. Это единственный образ, да, потому что прибыль все равно с любой продажи никто не убирает. Поэтому вот такие моменты мы можем выбирать, основываясь на каких-то принципах внутренней честности и целостности, что вот так я буду поступать, а вот так не буду. И внутренняя мотивация, конечно, должна быть ну, построена у всех, наверное, на своих каких-то моментах, она отличается, но тем не менее это очень важные такие вещи.
Так, пролистнулся у меня слайд, вернусь. Последний момент, такой глобальный, да, который я хотела бы обсудить, все-таки, так как же выстраивать эту честность и как еще она встречается в нашей жизни? Честность личная, да, сейчас говорим, вот этот вопрос внутренней честности и целостности. По большому счету, вот уже в сознательном возрасте, да, когда все, что мы могли взять от родителей и окружения, мы взяли, я думаю, что в целом какие-то основные выборы для нас сделаны, да, что хорошо делать, что плохо. Тем не менее, честность и целостность можно развить сознательно, как и многие другие вещи. Все зависит от того, какой подход у вас вообще, да, к оцениванию различных ситуаций в жизни. Есть такие термины, но они чаще прямо англоязычно используются, это growth mindset и fixed mindset, то есть это мышление роста и фиксированное мышление. Да? При фиксированном мышлении смотрим, например, мы как думаем, вот там я, например, дорос до определенного возраста, прошел через определенные этапы взросления, закончил школу, университет, все, что я мог от этой жизни я взял, значит, это я делать не могу, эта работа мне не подходит, это слишком сложно, там, да, какие-то поведенческие моменты. Вот, то есть мы принимаем жить с определенными установками на долгие-долгие годы, считая, что они неизменны, ничего не поменяется, все, что мы уже взяли, так и будем продолжать жить. Соответственно, как противопоставление мышления роста, вот этот вот самый growth mindset, это противопоставление. Всегда в любой ситуации можно остановиться и спросить себя, что я могу сделать по-другому? Мне это действительно подходит? Почему я это делаю? Да? То есть, соответственно, из этих вопросов у вас вырастут ответы, которые помогут вам принять более правильное решение. Всегда лучше анализировать вообще. Да? То есть это, в принципе, мне кажется, в каком-то смысле мышление анализа. Вы анализируете, что происходит и как можно это исправить, потому что практически все, за редким исключением, можно на самом деле поменять и исправить. Давайте пройдемся по примерам касательно нашей темы честности, да, мышление роста. Пример, который про кошелек сегодня, ну это так совпало, что это был мой пример, у меня действительно запал в душу, но действительно, да, вы находите на улице кошелек, в котором лежит $1000. Два выбора у нас, да, мы можем кошелек открыть, посмотреть, подумать, классно, $1000, опознавательных знаков нету, или там человек выронил. Я его заберу, никто об этом не знает, скорее всего. И, скорее всего, действительно не узнают. У вас будет $1000. Круто, круто. Да? С другой стороны, если мы все-таки как-то продолжим дальше эту мысль, мы поймем, что это та $1000, которая нам никогда не принадлежала и принадлежать, вероятно, не должна. Это человек, который выронил, возможно, это его последние $1000, которые он там снял на какую-то крупную покупку. Возможно, это бюджет на обучение детей, который вы больше не будете. Возможно, это бюджет на еду, на все что угодно. Да? Истина в этой ситуации в том, что это не ваши $1000, и все, что вы можете сделать, в соответствии со стратегией честности, целостности, да, это найти владельца и вернуть эти деньги, этот кошелек. И впоследствии с большой долей вероятности, с огромной, я бы сказала, чувствовать себя хорошо по этому поводу, потому что это решение, ну вот, то есть многие вещи, которые мы называем правильными, неправильными, все-таки названы таким образом по определенной причине, да, потому что глубоко в глубине души вы будете знать, что это не ваши $1000, и вы сделали то, что должно, да, то есть то, как должно быть, и, возможно, даже сделали кого-то счастливее, да, найденными деньгами, которые человек думал, что потерял. Касательно спорта, то есть, да, до этого я больше упоминала такие примеры, ну, наверное, бытовые, вот про что плохо красть, плохо списывать, но на самом деле вот эта концепция честности и целостности, она касается всех областей нашей жизни, в том числе спорта, как пример.
когда занимаюсь спортом каждый день, либо просто регулярно, мы ведь спрашиваем себя, да, вот зачем вообще столько много. И правда в том, что можно всегда быть лучше хотя бы на 1% там, каждую последующую неделю, просто занимаясь регулярно. Да, это тоже выбор, который мы делаем. И касательно спорта, на самом деле, это был очень интересный такой пример, потому что я его обсуждала тоже с коллегами. И для кого-то этот пример заключался именно в том, что мы занимаемся спортом, да, чтобы вот каждый день становиться на ступеньку лучше. Моя первая ассоциация здесь была в том, что скорее в результате, наверное, да, спортивной деятельности каждый раз. Это не столько прихождение результата каждый день лучше, хотя это тоже часть занятий спортом. Для меня это скорее преодоление. Очень часто бывает так, что перед занятием спортом я думаю, что это был долгий рабочий день, и еще надо поделать дела, и вообще не хочется, на улице холодно, зачем куда-то выходить, да? Это кажется как какое-то вредительство. И тем не менее, каждый раз, когда я занимаюсь спортом, это просто уже аксиома, это не вопрос. После я себя всегда чувствую хорошо. Не бывало еще ни разу такого, чтобы я позанималась спортом и подумала, вот я так и знала, зря я это, да, в конце, и что мне будет там холодно, как-то еще неприятно. Все равно результат, он того стоит, и это тоже выбор, да, как мы смотрим вот на такие вещи, это тоже целостность. Ну и, конечно, учеба. Учеба – это процесс сложный, объективный, иначе все бы у нас были с учеными степенями, гениями, да, которые имели бы высшее образование. Тем не менее, это не так, потому что процесс обучения, восприятия, запоминания новой информации и так далее, он сложный, да? Он требует большого количества нашего ресурса, умственного, энергетического, нашего времени, преодоления себя в том числе. Тем не менее, этот процесс, он тоже, как ни странно, касается не просто там упорства, например, или цели получить работу, а вот той самой целостности и честности с самим собой, да, что это сложно, но я это делаю с целью, которая приведет меня к хорошему же для меня результату, к честному для меня результату в том числе. Да? Поэтому вот это то, что касается вот этого мышления роста. Даже когда что-то сложно и легкий путь, здесь помните, мы с вами говорили, что почему мы поступаем неправильно, потому что это легче, это меньше усилий, вот прямо сейчас в моменте, да, как минимум, забот и так далее. Здесь мы прилагаем усилия, заботу, мы идем по условно сложному пути, понимая, что результат потом будет настолько крутым, что все точно было не зря. И это тоже часть мышления роста и честности. С обратной стороны фиксированное мышление, вот это, да, тоже несколько примеров приведу. Когда мы, например, вместо того, чтобы учиться, исключительно где-то тусуемся с друзьями, курим, выпиваем, больше ничего не делаем. Почему мы это делаем, скорее всего? С большей долей вероятности мы это делаем, потому что так делают все остальные. Мы не останавливаемся, чтобы подумать, а надо ли это мне? Как я себя от этого чувствую? Какой у меня результат? В какие ситуации я попадаю, потому что я веду такой образ жизни, да, там условно начинают какие-то хвосты по учебе появляться, да, то что такой снежный ком. Вот если не остановиться, не спросить себя, что уже является более гибким мышлением, мы просто продолжаем делать то, что делают все другие, да, и это, скорее всего, ведет нас, не к той жизни, наверное, которую хотелось бы иметь как результат. То же самое лень. Кто-то писал в чате про лень ранее в нашем диалоге. Лень – это действительно фактор, который как бы останавливает нас иногда от честного поведения, честного и целостного с самим собой в том числе. Вот. Просто потому что это просто. Вот то, о чем я говорила, да, банальнейший пример. Проще не встать и не сделать всегда. Какой при этом будет результат, это другой вопрос, да, то есть, опять-таки, я, наверное, хотела бы в том числе, чтобы из сегодняшней сессии вы вынесли для себя мысль, что как бы ко всему можно задать вопрос.
что вы делаете. Ну, просто на всякий случай, да, не потому что вы это делаете неправильно, а потому что всегда классно остановиться где-то и порефлексировать, что я делаю сейчас, как я себя чувствую, и к чему меня это приведет. Устраивает ли меня, к чему меня это ведет? Если нет, соответственно, думать, как мы можем это изменить, да, какое поведение. То же самое, близкий пример, и, наверное, такой финальную поставить точку в нашем обсуждении сегодня. И сейчас нормально, я оставлю все как есть. Вот эта картинка, да, для нас, мы решили, обозначает это. Ну, сейчас как бы окей, ну, учусь средненько, ну, нормально, да, что-то вроде не исключают, и слава богу. Там отношения с друзьями, ну, нормально, там кто-то еще звонит периодически, слава богу. Опять-таки, касаться может абсолютно любой сферы вашей личной жизни. В отношениях с семьей, в отношениях с самим собой, со спортом, с обучением, с тем, как вы строите будущее. Ну, такой немножко плыть по течению, это тоже вопрос вот как раз-таки этого закрытого мышления, которое, что и сейчас ок, и вопросов я себе даже задавать не буду, потому что мне все равно ничего не светит. Светит всегда, опять-таки, если остановиться и подумать об этом. Поэтому, чтобы подытожить сегодняшнюю сессию, я хотела бы, наверное, напомнить, что все мы создаем свою историю, мы сами как-то хозяева своей судьбы, это действительно так, и все это исходит из того, как мы смотрим на жизнь, какие выборы мы делаем сознательно, и насколько мы анализируем вообще происходящее, к чему нас это приведет. Спасибо большое за ваше внимание. Я сейчас, наверное, остановлю показ экрана, чтобы всех лучше видеть. Вот. Буду рада ответить, если остались какие-то вопросы, либо кто-то хочет поделиться, не знаю, своими историями, еще мыслями. Время у нас еще есть. Буду рада пообщаться. Я, наверное, хотела бы прежде всего, Вита, вас поблагодарить. Вообще вот каждый раз, когда я общаюсь с вами, с вашими коллегами, я понимаю, и это удивительно, насколько мы с вами находимся на одной волне. Вот этот проект, фактически это моя идея, моя инициатива. И вот где-то ключевая вещь, которая несла меня, да, вот в этот проект, это «Начни с себя». Что прежде чем начинать говорить о вопросах академической профессиональной честности и этики, нужно не забывать о том, что есть собственный принцип, которым вы руководствуетесь в этой жизни. И вот когда мы начали с вами разговаривать, вот то, что вы говорили о таком многоаспектном восприятии понятия integrity, которое, правда, в русском языке на самом деле не отражено в слове честность в переводе, о том, что честность, вы связали это вообще прям замечательно с критическим мышлением, как минимум. То есть базовые вещи, которые вот, студентам мы все время декламируем. Да? Есть критическое мышление, есть креативное мышление, что, в принципе, взаимосвязано, есть там те же самые лидерские навыки. Но на самом деле вот это все о вас. Что вы из себя представляете, кем вы хотите стать, какими принципами вы руководствуетесь, Да. и вне зависимости от контекста. Более того, честность – это тот момент, который для многих это такое понятие какое-то очень-очень сильно философское, а если философское, значит, это касается всех, но не касается меня. Да. На самом деле абсолютно то, что вы подчеркнули, что это момент, в котором с этической дилеммой мы встречаемся в той или иной степени там, каждый день, каждую минуту. Мы просто об этом не задумываемся. Ваш пример с кроссовками. Вот я на самом деле очень редко, возможно, да, где-то момент этики, но момент вот integrity я, в общем-то, не связывала, поэтому я вам очень признательна за то, что вы на это обратили внимание. Ну и, наверное, вот я хотела бы закончить здорово, хотелось бы прямо продолжить это сотрудничество, потому что, опять же, где-то это мой, наверное, был провал. Я всегда компанию Turnitin ассоциировала, вот есть флагман, который предлагает вузам
лучше инструмент. Фактически, насколько я знаю, практически конкурентов у вас нет. В каких-то определенных вещах вы все равно вы являлись и являетесь до сих пор первыми. Но я была на самом деле удивлена, что вы вот это понятие академической честности распространяете до понятия личной честности и профессиональной честности, и вы это декламируете. Это здорово, потому что это, наверное, одна из самых больших проблем всех университетов. Вот это academic integrity. Academic integrity – это очень какой-то специфичный спектр терминов. Там тот же самый читинг, плагиат, то, что приходит на ум. Но на самом деле это понятие намного-намного шире. А то, что вы еще и связали это с growth of fixed mindset, это вообще здорово. Я просто написала Кэрол Двек для тех, кто хочет об этом почитать. У них же классный пример. Я этот пример хочу просто Жулдыс посвятить, потому что в одной из наших бесед она упоминала, ссылалась на детей. Она же тоже, Кэрол Двек, пишет об эксперименте, который с детками проводился. Вот то, что вы, Вита, говорили, вот на самом деле легче результат сейчас, но может быть меньший результат, но результат позже, но, возможно, будет больше этот результат. Там дети делали домашнее задание, по-моему, оно было достаточно сложно, и в качестве там приза учителя предлагали им подарки. Только вот если, допустим, они сделают там сейчас это, пусть даже не полностью, они получат там 10 печенек. Но если они сделают это полностью, сделают хорошо, и пусть они это сделают потом, но они получат большее количество печенек. И большинство детей сдавались, во-первых, потому что было сложно, их не научили напрягаться, а еще потому что они эти печеньки хотели получить сейчас, даже не думая о том, что вот этих бенефитов, их на самом деле, если подождать и приложить к этому усилию, будет намного-намного больше. Поэтому я надеюсь, что это было не сумбурно. Большое спасибо. Я очень рада, что мы вот сегодня об этом поговорили. То есть я понимаю, что вы ориентировались на студентов специфично, но мне кажется, для нас, для взрослых людей, которые здесь присутствуют, это тоже было, скажем так, полезно. Спасибо. Я очень рада. Спасибо вам, Евгения. Было не сумбурно, наоборот, очень интересно. Спасибо за комплименты. По поводу компании хочу быстро сказать, что мы действительно продвигаем вот этот вопрос, в частности, академической честности, в частности, потому что, работая с вузами в плане предоставления инструментов, в том числе, в частности, понимаешь, как в большинстве случаев инструмент ничто, если нету базы, на которой наложен этот инструмент. Да, зачем инструмент, если непонятно, как им пользоваться, какие результаты мы хотим получить. Ну, то есть он становится, ну, как минимум, менее эффективным по факту. Да? Поэтому это, конечно, важно, чтобы вообще понятие академической честности хотя бы звучало, да, существовало в рамках того или иного университета. Вот, поэтому мы тоже в этом заинтересованы. И да, я согласна с вашим последним высказыванием, в частности, даже для меня там, каждый раз подготовиться, еще раз повторить какие-то вещи. Мне кажется, это тема, на которую не просто можно говорить очень долго, а которую, наверное, нужно себя возвращать просто в течение жизни, вот как профилактика, да, какого-то своего поведения, своих решений и так далее. Это, в принципе, лишним не будет. Ну да, он все равно немножко философским вопросом остается, правда. Тем не менее, уже на сегодняшний день, мне кажется, мы все, студенты в том числе, способны как-то делать выбор уже, да, основываясь на каких-то, опять-таки, примерах, своих понятиях и информации, которая существует вокруг. Поэтому, да, я рада, если кто-то сегодня что-то новое для себя вынес или хотя бы, да, повторил, возобновил, это уже классно очень. И спасибо большое за внимание. Хорошо, тогда, Вита, а у нас будет возможность, может быть, посмотреть на результаты исследований? Это так уже приватно. Да, я думаю, да. Я попрошу коллегу своего, у Джейсона, есть, чтобы Да, он с вами тоже здорово. расшарил. Вам Да, и я, может быть, даже с коллегами. Да-да-да, это правда, это очень Там очень интересно. интересно. Тут Жулдыс благодарит. Да, спасибо вам Спасибо за большое за ваше время и участие. презентацию. Да, спасибо вам. У нас, если вопросов нет, там Диляра, Алина, Петр, если что-то вы готовы сказать,
Если нет, это Нет, очень- спасибо за презентацию. Спасибо. Да. Можно Ага, тоже да, добавить? Я сегодня Да. просто участвую. Тоже интересная встреча. Хотела тоже рассказать о своем опыте. Вот именно integrity опыте. Вот вы правильно сказали, когда ты учишься, да, ты можешь пойти добропорядочным путем. У меня вот одно время я начала поступление в наш вуз в магистратуру, и по специальности я журналист, и на тот момент я не имела работы, если честно. Ну, так получилось, потому что творческая специальность, мало где можно себя показать на платформу. Город небольшой, платформ мало, и я решила поступать в магистратуру. И в тот год, просто решила рассказать, раз у нас такая встреча, в тот год поступали очень большие как бы акулы пера. И мне даже говорили прямо на комиссии: ты чего туда собралась? Я говорю: что, все уже решено? Они такие: не, мы ничего не знаем. Ну и вот, то есть были такие должности, как начальник управления внутренней политики, жена там начальника, директора телеканала. Там. Ну, в общем, представляете, какая конкуренция. Я такая думаю, я еще пошла, представляете, мы сдавали английский, нам нужно было сдать английский. Я пошла, хотела посмотреть всех результаты, они вывешены, а представляете, я не могу сообразить, у кого что, потому что там по номерам этого удостоверения, там нету фамилии. Я так и не узнала. Я такая, потом мы в электронном варианте получили свои результаты Национального центра тестирования. У меня было 66 из 100. Я такая думаю, дома сижу и говорю: тройка, наверное, не пойду я на устный экзамен. Сижу такая, плачу, чуть ли не плачу. Мама такая говорит: 66 — это еще нормально. И тут мимоходом я проходила мимо приемной комиссии, зашла. Оказывается, все завалили английский язык, нас только 3 прошло, грантов было 5. Вот так вот Класс. действительно учеба честная приводит к хорошим результатам. Вот так вот случайно как бы я тоже получила возможность обучаться. Вот, прошла конкуренцию большую, кстати. Очень круто. Это классная история. Вы сегодня напомнили мне этот случай своей встречи, я думала, может, расскажу, поделюсь. Диляра, и вообще Вот. карму тоже никто не отменял. Правда ведь? Точно. Это точно. Спасибо большое. Мне кажется, что если еще какие-то будут вопросы, предложения, Мы то на тогда связи. давайте связываться. Да, Да. и у нас сегодня коллеги вот как раз из Казбаев University. Я не знаю, пользуетесь ли вы, или работаете ли вы с компанией Turnitin, но, Диляра, если такая необходимость будет, я готова вас связать с коллегами. Наверное, это будет Вита, да, и Катя. Хорошо. У нас вообще есть Есть. программа, я забыла, как называется, я просто 3 года назад проходила плагиат. Но если будет потребность, конечно, я уже заполнила на слуху Turnitin. Спасибо. Окей. Хорошо, тогда спасибо большое всем. Мы запись выложим. По-моему, это была удивительно, очень увлекательная и точно информативная беседа. Я с вами не прощаюсь. Давайте с вами будем встречаться, общаться и продолжать обсуждать, не только обсуждать, а, соответственно, эти принципы потом имплементировать. Спасибо. Точно. Спасибо Да. всем большое. Всего Спасибо. доброго. До свидания. Хорошего дня. Пока-пока. До свидания. И вам.